В общем, процесс пошел. Вот уже немножко обрезку сделал. Форма такая будет. Перед тем, как нарисовать, я сделал такой трафарет из картонки. Нужный размер. Нарисовал, потом уже ставишь и рисуешь на таком материале, на нужном материале, какой будешь использовать. Все, будем резать дальше. Использую пилу от пилорамы, толщина 3 мм, длина, наверное, больше метра, 1,20 м, наверное, длиной. Крепкий материал. Сегодня будем делать сварку. Снимать не покуты. Ну, здравствуйте, подписчики. Что делать? Мачете. Мачете. Мачете убивает. Мачете убивает. Йо. Там ведь лам. Да, мачете убивает йо. Там ведь лам. Куча. Где? Вообще никогда. Вон, иди. Лебе. В общем, вот такой полуфабрикат уже у нас получается. Еще немножко подогнать тут, зашлифовать и рукоятку еще сделать. Пару килограмм веса будет. Pakuja ceri kutakin. Pakuja ceri, se juuse saa. Itu vaan samle. Ja isät löin. Kokeroven. Ceri kerran mikä tajalova. Ceri kutatajan kerni. Тази еще мне юрса корышки. Поза дверит. Работу болгаркой закончил. Все отшлифовал. И еще вот тут дырочки там сваркой пришлось сделать. Металл крепкий, сверло не берет. На 5,5, наверное, получились. Отверстие такое. Сейчас уже будем делать рукоятку деревянную здесь с обеих сторон. Болтом закрутим и... Вот готовая мачете. Вот что получилось. Начинал снимать летом. Сейчас уже зима. Решил выложить видео, а файлы у меня куда-то исчезли с компьютера. Я не знаю, куда я потерял их. Где. Я показывал, я еще снимал, как я делал рукоятку. Ну, тут все понятно.
просверлил я, ну, с двух сторон вот металл в середине, и с двух сторон сантиметровая, на 1,5 сантиметровая вагонка. Вагонка обрезал, вот такая рукоятка получилась. Закрепил я болтами, болт 6 миллиметров, и нигде ничего не мешает, не торчит. Что выпирало там, я срезал, отшлифовал, и все получилось ровно, аккуратно, ничего не шатается. Еще покрыл рукоятку лаком, все поточил, к работе готово. И с этим инструментом я буду ходить в лес, в тайгу. Она будет лежать у меня на буране на капоте. Я буду пользоваться им только зимой. Спрашивается, почему только зимой? В основном сейчас вот снег выпадает там, и тонкие березы гнутся под весом, напором снега. Некоторые вот толщиной, диаметром на 2 сантиметра, 3, но они длинные, и когда едешь, скажем, по узкоколейке или еще по узким тропинкам, дорогам, бураницам, они частенько так гнутся, и когда приходится рубить топором, они выскальзывают. Топор узкий, иногда не попадаешь, иногда попадаешь, но удар не получается таким, какой нужен вообще. А у этого лезвие, вон, где-то сантиметров 40 получается. И если вот такой кустик там надо рубить, вон, смело можно так голову с плеч. Я думаю, пригодится. Дальше, когда я уже поеду в поход на буране, на будущих, вы можете увидеть, как будет работать этот инструмент вообще. Вот так можно сделать самому, без труда. Там полдня работы, конечно, уходит. Форму можно сделать на свой вкус. Я вот сделал вот такой. Я думаю, будет нормально так. И увидите, как рубит этот инструмент в деле кусты, деревья. Посмотрим, какой металл сделал из продольной пилы. Посмотрим, какой материал попался. Может быть мягкий или наоборот слишком твердый, который будет ломаться там, если сучья у елки, там они крепкие. Сразу тут, если слабый металл, можно испортить лезвие. В общем, как-то так. А на сегодня все. Всем пока.